Валар Маргулис, друзья, в эфире программа «Пропеллер». Привет, привет. Всем привет, с вами вновь телепередача «Пропеллер». Это первый весенний выпуск. Весна опять пришла, и лучики тепла приветливо стучат в мое окно. А наш первый сюжет посвящен чемпионату по современному панкратиону Northside. Как говорили раньше, тот панкратионщик самый лучший, который борется лучше, чем ударник, и бьет больнее, чем борец. В переводе с греческого панкратион означает «изо всех сил». Итак, рассмотрим несколько примеров из женского панкратиона. Попросим, пожалуйста, подойти сюда Кэпа. Иди. Я навряд ли бы когда-нибудь бы участвовал в таких соревнованиях, потому что, во-первых, я не хочу, да, и на этом все. Получился очень интересный, очень насыщенный турнир, в котором можно было оценить и ударную технику бойцов, и борцовскую, и как они борются в партере. Хватит сидеть и смотреть об этом сюжете. Гоу! Потому что у меня кости хрустят, я такой в стойку встал, типа готов, на самом деле не готов. Позади меня восьмиугольник, а это значит, что скоро в клетке сойдутся бойцы смешанных единоборств, которые приехали из разных стран и городов. Что из этого получится, сейчас увидим. На сегодня становимся свидетелями проведения первого серьезного турнира по современному панкратиону в городе Якутске. Мы умеем добиваться, чтобы виды спорта Якутии уважались и поднимались вверх. Успехов всем! Спасибо! Очень понравились бои. Подбор соперников был очень хороший, были достойные все друг другу. Хочу отметить якутских бойцов, их невозмутимость, их хладнокровность. Это очень хорошая черта в боях. И я думаю, есть ребята, у которых есть перспективы хорошие. From evolution, we've been killing each other. I think a man should have it down to a science. No chance, not for a minute, not for a second. I won't be defensive. I'm straight out. In my opinion, you better listen to me. You're saying, I see your side. You're running out from the mere fact that you feel inferior. Be superior, and now you're inferior. Шикарный бой. Аплодисменты бойцам.
бой вам особенно запомнился? Может быть, вы хотели отметить? Мне понравился бой Славы Никитина, понравилась его невозмутимость, его сила выдержки, и также его соперник был очень хороший. Конечно же, Григорий Попов, мы вместе выступали даже на одном турнире, мне его стиль ведения тоже очень нравится, очень жесткий, хладнокровный и задатки чемпиона. Руки пожали. Пауза. Первый раунд. Второй раунд. Третий раунд. Победителем стал Григорий Попов! Расскажите, что вы думаете о сегодняшнем поединке. Я знал, что он хороший боец, но я не был готов на все 100%. Просто появилась возможность провести этот бой, и я сделал все, что мог. Я хочу матч-реванш и уверен, что если я буду готов на все 100%, я обязательно его выиграю. Ваш боец сказал, что хочет матч-реванш. Что вы думаете об этом? Да, он немного расстроен исходом поединка. Поэтому он хочет доказать всем и самому себе, что он способен на гораздо большее, чем то, что он показал сегодня. Вы с вашим бойцом проделали долгий путь. Спасибо вам за это и за прекрасное выступление. И мы продолжаем! А наш следующий сюжет посвящен мероприятию под названием Science Slam. Когда ученые надевают перчатки, выходят в октагон и или один другого нокаутирует, или там кто-то кимуру сделает, армбар, чё кого нет, на самом деле это не так. Science Slam — это совсем другое. Это когда ученые, уставшие от своих пыльных аудиторий, идут в бары, в клубы и читают там обычным людям, нам, простым смертным, свои научные работы и объясняют их простым языком. Данное мероприятие будет проходить в Якутии впервые. Молодые ученые из разных отраслей представят свои научные работы, но не просто так, а в жанре юмористическом. Чтобы было понятно и вам, и нам, и мне. Начало выступления обычно открывает доктор наук, какой-нибудь магистр, мастер, архимаг. Также будет проводиться множество конкурсов, так что за хорошим настроением и новыми знаниями все туда. В общем, это прекрасное событие. Я надеюсь, что они будут развиваться. И ребята, которые за это взялись, они большие молодцы. Я очень счастлив. Кеша, привет, расскажи, пожалуйста, где мы и зачем мы сегодня собрались? Мы находимся в баре и собрались для того, чтобы послушать научные доклады. Это крайне странное сочетание, послушать научные доклады в баре. Что происходит вообще? Происходит мероприятие, называемое Science Slam. Специально зовем молодых ученых, чтобы они рассказали свои научные доклады за 10 минут в понятной, доступной и веселой форме. Это твоя задумка или все-таки? Science Slam, он берет истоки из Германии. Расскин появился где-то в 10-х годах, то есть не так давно. Мы решили попробовать этот формат, потому что он ни разу, во-первых, не был у нас в Якутске. И он сам по себе очень интересный и доступный. То есть мы, студенческое научное общество, занимаемся как раз-таки популяризацией науки. Мы позвали Алену Кычкину. Она будет выступать с темой нитраты. Кого мы еще позвали-то? Так, Игорь какой-то был. Я
Я занимаюсь вообще девиацией в профессиональной деятельности. Изучаю я сотрудников исполнения наказания. Пока что мое исследование проходит на базе исполнительной колонии номер 1 строгого режима. Такая достаточно серьезная тема, мне кажется. Нет, на самом деле всегда есть над чем шутить. Особенно вот в этой области. Особенно для таких сотрудников вот юмор – это разгрузка. Моя работа называется «Чем едят химии». Это работа о нитратах. О нитратах многие люди не знают. Нитраты, они есть везде. В воде, в овощах, фруктах, даже в человеке самом есть нитраты. Их можно сравнить с злодеями. Когда и чем тебя заинтересовал Science Slam? Юмором, конечно, юмором и доступностью. То есть я могу рассказать об этом не только среди своих будущих коллег, а вам, зрителям, медику, педагогу, и все меня прекрасно поймут. Ну, обычно шутят над обыденным, да? То есть создавая различные метафоры. Шутить можно над чем угодно, в том числе и по науке, мне кажется. Например, распространение растительности. То, что одни растения могут сдвигать других. И это можно ассоциировать, например, с гопниками и школотой, например. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Как ты считаешь вообще, насколько важно молодому ученому участвовать в таких мероприятиях и почему? Например, на конференции молодежь редко ходит, и передача вот этой информации может передавать только тем, кто занимается наукой, и самим профессорам, там, преподавателям. И поэтому, чтобы зритель, обычный человек, пришел вечером, посмотрел и заинтересовался. Такие мероприятия, по-моему, нужно проводить, чтобы люди стремились к познанию. Пищу для ума мы создаем. Человек, может быть, услышит доклад и заинтересуется, пойдет домой и погуглит. Может, ему это понравится, это вообще станет его будущей профессией. Ну вот как ты считаешь, нет ли здесь какого-то риска профанации науки, что ты пытаешься объяснить это совсем простыми словами? Нет, не считаю. Наука, она создается для людей. И людям нужно о ней говорить, чтобы они понимали, для чего мы все это делаем. Потому что пока что ученые — это какие-то неизведанные люди, которые сидят где-то там и что-то делают, и ничего никто с этого не получает. А люди должны видеть, что это, в принципе, делается для них. Позовем музыкантов, может быть, кого-нибудь, пока еще не решили. Приходить к нам, чтобы потратить время не просто так, сидя дома за соцсетями или сериалами, а узнать что-то новое в неформальной обстановке, с друзьями, хорошо провести время. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша передача, к сожалению, подходит к концу. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ. Делайте репосты, нам это очень важно, потому что нам за это не платят, да? Все, что есть у нас, это ваши лайки. А вы смотрели наш первый весенний выпуск. Всем пока. До свидания, всем пока. Увидимся ровно через неделю. Всем пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках. Магазин «Автоаудиоцентр» предлагает качественную продукцию мировых лидеров в области автозвука и мультимедиа для ваших автомобилей. У нас всегда огромный выбор автомагнитол, сабвуферов, усилителей, акустики, кабельной продукции и аксессуаров. Кроме того, всегда в продаже подкапотные утеплители компании «Автотепло». Также оказываем услуги по установке и шумоизоляции. Наши адреса: Вишнева 35/1, первый этаж, и торговый центр «Палладиум», второй этаж. Телефон 733-143. «Автоаудиоцентр». Твой выбор в мире звука.